Здравствуйте, друзья! Сегодня вместе с вами мы совершим прогулку по музею ретро-техники. Окунемся в тот быт и прошлое той минувшей страны, которая вроде бы и недавно ее не стало, а вроде бы она вот рядом. Ощути с ними. И в моих руках билет в прошлое минувшей той эпохи, которой сейчас уже не существует, тех прорывов и успехов легендарной страны, большого и дружного народа. И мы вернемся в прошлое. Конечно, у меня нету тех советских копеек, которые были у каждого гражданина той страны. Вот сюда загружалась монетка, здесь выбирался напиток, выпил, так вот, и все, ты в прошлом. ГАЗ М1. Тут и всем знакома не такая уж ретро-Волга. И тут же стоит автомобиль ГАЗ-А. Полная копия модели Ford А. Таким был найден ГАЗ-А. То есть его по частям находили и собирали. Даже не восстанавливали его. Тут же недалеко ГАЗ-69. Такой ГАЗ-69 стоял у моего соседа. Он долго-долго очень на нем ездил. Лет 15, наверное, если не больше. Да, вот такой же вот вариант у него был. Он ни разу тент не снимал. И так катался. Вот здесь тоже рядышком ГАЗ-69, по-любому козлик. И тут же стоит ГАЗ АА. Легендарная полуторка. Тут же стоит американский Виллис, рядышком ГАЗ. Где плагиат? Здесь же стоит Паккарт. Производство, не знаю, там прочитал. Ну а здесь в основном стоит советская техника. Всеми вам знакомо. Быстренько пройдемся, посмотрим. И многие, наверное, будут ностальгировать. Наверное, у каждого была такая машинка в детстве. Я такой только мечтал. Но я видел пару раз такие машинки. Но мне приходилось только о них мечтать. И тут же стоит подобная техника, которая снималась в фильме «Операция И», по-моему. Ну, такие инвалидки мы катались. Вот тоже стоит грузовик, ГАЗ какой-то, точно не помню модели. Напишите, пожалуйста, в комментариях. По-моему, 50 или 52 ГАЗ. Тут же соседствует мототехника. Муравей, Урал. У меня такой Урал был. Вятка. Ежи. Ореги. Велосипеды, лыжи. Волги. И тут где-то видел я тоже Волгу. Нет, тоже Волга. Видимо, ГАЗ, это скорее всего переходная какая-то модель. Чем-то походит на Citroёn. Вот могут же наши, когда хотят. И вот такая вот
Жалко, что она не вышла. А может, она производилась, кто знает. Всего, прикиньте, 55 машин было выпущено. И всего 120 машин. Что-то маловато. Чем хорошо в таких музеях находиться, ты можешь в одно мгновение очутиться в прошлом. Это давно минувшая эпоха СССР, старые предметы и знаменитый холодильник ЗИЛ. Ну, у многих до сих пор, скорее всего, такие даже работают, а возможно и нет. Лежат и пылятся в гараже. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри только внешний вид. Веру и правды служил 60 лет, наверное. Здесь недалеко присутствует немного искусства. О, Шарик, мы нашли твое фоторужье, о котором ты мечтал. И тут же присутствует фото, видео, техника, скорее всего, больше фото. СССР очень любили фотографии. О, а полароид, мне кажется, у многих был. Давно минувшая эпоха. Тут же присутствуют игрушки. Ой, еще квадратный будет. Может, кто-то даже играл в такие игрушки. Куклы. Очень много так игрушек. О, у меня такой был. Танчик. Вова тоже знакомая. Вот эта игрушка дорогая сейчас. Вот эти тоже дорогие игрушки. ЗИЛ особенно. ЗИЛ я не знаю, сколько стоит, но такие вот железные игрушки металлические сейчас с коллекционерами очень хорошо ценятся. О, у меня такая была. А здесь вот рай для игроманов советского прошлого. У меня у родителей такой команд до сих пор стоит на даче. Увидев такую кровать, я почему-то сразу бабушку вспомнил. Ох, любимая бабушка. О, нифига себе, смотрите, что я нашел. Советское прошлое. А вот не вскрытые порошки. Я как прям в магазин пришел. Заканчиваем нашу прогулку по музею ретро-техники. Музей находится в городе Якутске, микрорайон Прометей. Его очень сразу видно, он очень сильно так в глаза бросается. Здесь представлено не так уж много экспонатов, но есть на что посмотреть. Среди них есть и выставка автомобилей, выставка советской техники, прям небольшой такой квартирка есть, где можешь очутиться и побывать в советском прошлом. Спасибо, что нас смотрели. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Тихий, за кадром Виктория. Пока.